Всем привет! Ну что, иду я под зонтиком. Сегодня у нас 14 мая. 14 мая. Сегодня целый день, получается, лил дождь. Лужи. Пробки. Ой. Ой-ой-ой. Вот они проносятся жестко, да? Вот так вот можно окатиться под водичкой. Ой, никто не ждал. Да, лето сколько у нас? Сегодня что, 2 недели осталось. Вот. А где-то в Южной Якутии, в Нерюнгри, Алдане, говорят, выпал снег. Выпал снег и очень все так заснежено там, как зимой буквально. Вот. Лужи обходят лужи. Все уже с зонтиками. Да, какая-то зима. Покупают рыбу, что ли. Вот, смотрите, вода течет. Вода течет. Просто. И тут тоже течет он. Это с крыши. Так, конец рабочего дня. И утром шел дождь, кстати. Но не такой, а сейчас вот что-то он зачистил. Так, дождь тут. Тут в центре как бы еще хорошо. Хорошо тут плиточка, тротуарчики, так сказать. Площадь Ленина. В 6 часу вечера вот так вот выглядит. Ну, вот течет вода. Течет вода, бежит ручей. И я не так петуничей. Как-то так. Как-то так. Так, сейчас надо под ноги смотреть, кстати. Несмотря на то, что тут вроде плитка, да, новенькая. Но все равно есть небольшие лужки попадаются. Ну а так в целом, смотрите, подмыло. Вот здесь езжу, тут шикарно сделали. Сейчас с вами пойдем. Это новая площадь наша. Площадь Ленина. Нет, вот сейчас я вам объясню. Сейчас это по-новому. Вот это вот площадь Ленина. Вот до дороги от памятника Ленина. Бывший обком КПСС. Якутская ССР. Вот это вот здание. А вот это вот через дорогу стала с этого года площадь Республики. Вот здесь вот мы видим новое оформление, по-новому все сделали, красиво вечером. Вот там такой зеленый газончик, все как бы там, по идее, должны летом люди лежать, загорать будут. Ну, еще празднование Дня Победы, вот сохранились такие вот. Значит, здесь оформление, да, это оформление сохранилось. Да, хорошо, я сегодня зонтик-то взял. И, кстати, прохладненько. Пришлось под куртку поддеть свитерок. Поэтому, в общем-то, без свитерка бы пришлось бы немножко померзнуть. Тем более, сейчас вот транспорта, смотрите, сколько. Просто ужас, да? Просто ужас. И я что-то стоял на остановке, думал поехать, а автобуса нету. Вот смотрю там, как он его проносится прямо жестко. И вот, кстати, начали кататься у нас на двухколесных друзьях-то, самокатах, электросамокатах в аренду стали сдавать. Сегодня утром маленький ролик снимал, как
обстоит ситуация прямо возле стадиона Примада. Там очень много самокатов. Очень-очень много. Там с двух сторон где-то. Так, 12 секунд осталось. Нам ехать, ждать остановки. Вот еще можно глянуть на площадь Республики. Сейчас новое название у нее. Вот, то есть разбили на две площади стало вместо одной. Ну, хорошо, в принципе. Чем больше площадей, тем лучше. Вот. Так что смотрите, вот тут тоже. Ну, вроде бы эту дорогу сделали как бы недавно же, да, ее недавно же. Вот целое тут было. Сколько тут было эта работа, наверное, 2 метра глубины выкопали. Он уже стоит, водокачка, вакуум, качает здесь лужу. Вот тут не перейдешь, он кто-то рискует перейти. Смотрите, как они там будут сейчас перепрыгивать, что ли. Перепрыгивать, да. Но вода, к сожалению, не уходит и образуются лужи. Несмотря на то, что ее дорогу эту так большие там средства были застрачены, ее зимой делали. Я снимал, кстати. Есть съемки на канале, посмотрите, кому интересно. Прежние выпуски. Это, наверное, был какой год, 2022, 2021. Самый лютый мороз. Вот дорогу эту делали, можете посмотреть. Ну, долбили там. У нас же мерзлоту-то долбили там. Вообще жестко, конечно, долбили ее. Все по правилам, всю дорогу сделали. Вот эти водосливы, все по идее, но что-то ничего не справляется толком. Когда большой поток воды, вода у нас вот так вот остается лежать. Вот, смотрите, да? Это вечер. Еще до лета 2 недели. Машины уже транспорта. Смотрите, какие пробки. Просто сумасшедшие пробки. А знаете, плюс какой такой погоды в Якутске? Правильно. Отсутствие пыли. Нету пыли. То есть ты идешь и дышишь чистым воздухом. Ну, то есть, сами вы понимаете, дождик. Ну, прибивает. У нас в Якутии остроконтинентальный климат, поэтому сухо. Очень сухо, а из-за этой сухости вот это все дело, оно в воздухе витает. И поэтому дышим мы тут летом во многом пылью, которая поднимается. Песок, пыль, выхлопные газы. Ну, кстати, что-то я слышал сегодня по МЧСу, сообщения были, что осторожно, не выходите в районе Якутска на лед не выходите, потому что тут, кстати, переход сделали вот в этом месте. И здесь вот 2 перехода, ничего себе, 2 перехода сделали. Прекрасно. Чтобы не приближались, так, куда вон перейдем, не приближались к реке, потому что начинает река вскрываться, и где-то в 20-х числах уже, наверное, уже будет паводок проходить, в 20-х числах уже
в районе Якутска, наверное, уже где-то откроют навигацию, переправу такую. А сейчас пока вот подушками. Сейчас самое такое время. Ну, смотрите, как сделали классно вот эти вот скосы, чтобы можно было коляской передвигаться. А здесь, смотрите, велодорожка для вело и этих самокатов, да? Отдельно. Вот так бы по всему городу бы было, да? Только в центре такое удовольствие для... Так, мне надо, кстати, перейти. Для велосипедистов в центре только велодорожку сделали. А там везде, там, в общем, тротуарчики узкие. Скорее всего, там и не будет. А здесь проспект вот позволил сделать отдельно велодорожку вот с этой стороны. Вот, видали, да, самокат? Кто-то доехал и самокат вот так посреди оставил. Вот они где должны стоять. По идее, вот их место. Тут даже знак есть. Вот знак есть. Вот место парковки, но оставили он посреди тротуара. Что не совсем правильно. Должны же какие-то быть регламенты по поводу, где можно оставлять самокат. Ну, они мешают. Как будто бы у нас самокатчики какие-то привилегированные какие-то люди с особыми правами. Можно быть и по тротуарам ездить, и самокаты бросать там же. Это не совсем понятно. Тут, смотрите, елочки зелененькие, да, вечно зелененькие. Тут уже как будто бы трава уже. Такое ощущение, что уже трава что-то начала расти. Это зеленое здание мэрии. Города Якутска. Так, ну и примерно я небольшую ходочку сделал. Сейчас я, скорее всего, сяду. Тут на автобусе уже поеду. На автобусе. Ой, а что это? Надпись покрасили, что ли? Мне кажется, Якутск. Похоже, сейчас давайте с вами перейдем дорогу. Пока есть возможность. По-моему, покрасили, что ли. Вот, смотрите, самокаты возле торговых центров здесь стоят. Вот проспект. Саха-Экспо и ЦУМ. Вот самокаты. А нет, это просто ее намочило. И цвет немножко поменялся. Да. Намочило. Ну вот, площадь. Площадка такая тут у нас, как называется, этот скверик. Даже не знаю. Вот тут указатели, до какого города сколько километров. Вот, пожалуйста. Кстати, по-моему, часть, да, по-моему, убрали, не убрали этих флажков, честно. Не буду точно утверждать, но так же осталось. Все, вот, примерно я вам показал, что как выглядит. Установки новые, теплые. Видите, да, сейчас сколько людей стоит, ждет транспорта. Хотя вот неохота, в общем, садиться, залазить. Там все мокрые, с этими зонтиками. Пройдусь-ка я пешочком, прогуляюсь. Даже вроде бы полезно, говорят, гулять. После зимы надо ходить. Начинать ходить и, соответственно, здоровье, чтобы было у вас нормально, надо сколько-то шагов каждый день проходить. Кто знает сколько, пишите в комментариях. Ну, а вам немножко еще снимаю. Вот, смотрите, лужи.
по луже. Вот эти с крыш текут трубы, да, по трубам. А куда это все утекает, вопрос. Вот оно, по-моему, куда-то тут под дом утекает. Хотя, по идее, должен быть какой-то под ним. А тут туда велосипедисты едут. И люди идут. Тут неправильно. Почему люди по велодорожке идут? Как они не понимают, что они нарушают правила движения, да? По тротуарам же тоже есть какие-то правила. Вот смотрите, видите, да? Вот. Лужа. Вроде бы оно все новое. Сколько, года два, да? Вот. А лужки есть. Ну, с водой вот такая проблема. С водичкой проблема. Ну, благо у нас дождей не так уж и много. То есть я думаю, что не так будет сильно топить. Дальше продолжаю съемочку. Площадь Орджоникидзе. Вот. Смотрите, тут какая площадка. Большая довольно-таки. И самокатики стоят. А здесь вот сделали, смотрите, такой пятачок посреди. Видать, это чтобы машины, ну, друг друга не въезжали. Вот такой пятак сделали. Видите, да, он огорожен 3 столбами красными, предупреждающими знаками. Так, а как я тут вот, ой-ой-ой-ой-ой, как я тут пройду? 13 секунд, смотрите. Просто что-то невозможное. Мне, видать, придется как-то оббегать. Делать оббегай. О, так, ну, хорошо, велосипедисты они. Или придется вот так вот просто шлепать. Шлепать, но одновременно с той и с другой стороны вот эти вот потоки воды. Ох, тут, смотрите, фонтан сделали, что ли? Вот. Какой-то или типа фонтана. Ну тут у них они садят цветы летом, соответственно. Ну и сейчас мы с вами выходим к якорям кораблей, которые ходят по линии. Вот символы. Вот, смотрите, везде эти пробки, везде пробки. Якутск, да, стал в этом смысле очень напряженным автобусным, автомобильным. И чтобы ехать, уже это не так комфортно. Приходится стоять в пробочках. Хотя город, в общем-то, ну, относительно небольшой, но проехать его надо время. Тут еще самокаты. Так, посмотрим. Вот я дошел до здания почтамта. 67730. Индекс почтовый города Якутска. Вот главпочтамт. Вот здесь вот посылочки получать, отправлять. Если кто тут прописан в этом районе этого главпочтамта, здесь они. Или до востребования, если получаете, допустим, тоже можно указать главпочтамт или какую-то почту, которая поближе к вам. А вот дошли мы до улицы Орджоникидзе. Вот так вот все выглядит. Но теперь я сворачиваю. Вот. Не буду я, как говорится, 2 часа, 3 часа, 4 часа, 5 часа, 6 часа, 7 часа, 8 часа, 9 часа, 10 часа, 11 часа, 12 часа, 13 часа, 14 часа, 15 часа, 16 часа, 17 часа, 18 часа, 19 часа, 20 часа, 21 часа, 22 часа, 23 часа, 24 часа, 25 часа, 26 часа, 27 часа, 28 часа, 29 часа, 30 часа, 31 часа, 32 часа, 33 часа, 34 часа, 35 часа, 36 часа, 37 часа, 38 часа, 39 часа, 40 часа, 41 часа, 42 часа, 43 часа, 44 часа, 45 часа, 46 часа, 47 часа, 48 часа, 49 часа, 50 часа, 51 часа, 52 часа, 53 часа, 54 часа, 55 часа, 56 часа, 57 часа, 58 часа, 59 часа, 60 часа, 61 часа, 62 часа, 63 часа,
на автобус залазить неохота мне вообще. Никак неохота. Немножко для вас поснимаю. Вот смотрите, как течет просто. Течет с таким потоком бешеным водичка. Ну и, соответственно, образуются лужки. Такие вот лужки, которые надо как-то обходить. Ну, можно, зато мне нравится сейчас, можно вечером не торопясь пройти и подышать относительно чистым воздухом. Конечно, вот эти дождь чистит воздух хорошо, поэтому в Якутске просто благодать, когда дождь проходит, это просто замечательно. Вот здесь ателье, кто помнит, люкс. Люкс раньше, знаете, когда шили в ателье одежду, люкс. До сих пор, смотрите, работает ателье люкс. Может быть, вам там по индивидуальным каким-то меркам сошьют костюм, там, допустим. Можете сходить, узнать вам. Все расскажут, покажут, скажут, сколько это все стоит. Ой, это надо осторожно шлепать, смотреть под ноги. Ну, смотрите, тут березовый такой, как бы березки и слева, и справа тоже хорошо. Когда они позеленеют, здесь будет проходить замечательно. Таких бы райончиков больше, вот надо, по сути дела, вот у нас березы растут, да, смотрите. Ну, тальника там толка никакого нет, хотя тоже, в общем-то, ну, березы, вот смотрите, да, растут же. Почему их не садить, чтобы они как бы были естественным защитником от плохого воздуха, да, чистили бы. Можно было повысаживать побольше. Так, ну что, все в принципе. Смотрите, еще пробка здесь. Это улица у нас Черяева. И тут мы видим пробку. Опять пробку. Вот я бы сел бы в автобус и бы так бы вот медленно бы тоже ехал. Ладненько, да? Все, давайте, будем прощаться. Я вам показал ситуацию на 14 мая. Город Якутск. Всем привет и пока. Вот такая вот улица Губина. Как река стала 14 мая. Весь день сегодня лил дождь.